Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится само собой, без вашего участия? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и загадайте на то, что случится само собой. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, осыпочка у нас готова. Давайте будем с ней разбираться. Здесь мужчина на коне. Здесь не просто мужчина, мужчина с крыльями. Не мужчина, а ангел. Он на коне. У коня на голове подкова. Прям чудесно. Мужчина, который принесет вам удачу. Либо встреча с этим мужчиной сама по себе очень удачна. Сама судьба эту встречу вам готовит. Этой встречи вам не избежать. Мужчина-ангел. Девушки, женщины, вы все у меня разные. Кстати, мужчины тоже вас касается. У кого-то именно встреча с суженым, да, ваш суженый подобен ангелу. Возможно, ангельская доброта, ангельская красота. Может быть, все у него, как у ангела. А у других отыграется мужчина, который вам поможет, да, вмешается в вашу жизнь и вам поможет. Все-таки крылья. Очень похоже, что это посланник небес на коне. Скорее всего, встреча произойдет либо на работе, либо это будет связано с работой, да, с рабочими какими-то моментами вашими, либо этого человека. Мужчина, кстати, фигурка очень большая. Мужчина, который способен целиком и полностью и повлиять, и поменять на вашу жизнь. Где бы вы его ни искали, не найдете. Он найдет вас сам. Сама судьба его к вам приведет. Вы сразу поймете, о ком я говорила, потому что этот человек вас с первых минут вашей встречи, общения покорит именно своей добротой. Добротой, доброжелательностью и желанием вам помогать, либо желанием участвовать в вашей жизни. Очень положительно к вам этот человек отнесется. И встреча с этим человеком, опять же, для вас большой удачей в жизни обернется. Мужчина, ангелу подобен. Дальше здесь показано, что какой-то человек над вашей головой зонт раскрывает. Зонт — это защита. Защита от бед и неприятностей, защита от плохих людей. Кто-то станет вас защищать, вашим добровольным защитником. Человек раскроет над вами зонт. Просите вы об этом, не просите. Человек это делает добровольно. Это желание сердца этого человека. Вас защитить, вас уберечь, либо стать вашим даже в какой-то степени покровителем. И еще такое может быть, когда, допустим, любящий вас человек устанавливает на вас защиту, а вам об этом не говорит. Либо говорит через какое-то время, что вот я обращался к мастеру, и мы на тебя поставили защиту. Да, потому что я переживаю за тебя, я хочу, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. То есть вы окажетесь под зонтом, еще и не сразу об этом узнаете. На самом деле это очень хороший знак. Дальше, само собой, вы кого-то ищете, вам кто-то нужен, либо вы кого-то очень сильно хотите увидеть. Этот человек объявится, сам по себе, сам собой объявится. Здесь, может быть, как конкретно приедет к вам и также, например, объявится где-то вот по-местному, да, вы выйдете и встретите. Вот. Все дороги этого человека идут к вам, вы обязательно встретитесь. Дальше здесь показано, что какой-то ослик станет ходить за вами.
ну, мул, да, осел, мул. Обычно так показывают противных людей, упрямых людей, но людей, которые способны на серьезные вещи. Может быть, вы этого человека в какое-то время просили, да, к вам прислушаться, либо просили чем-то, в чем-то помочь. Человек там не смог, либо просто отказал, не указав причину. Теперь этот ослик ходит за вами с целью, допустим, искупить свою вину перед вами, либо с целью того, чтобы вам доказать, что вы были правы, и человек действительно, например, нуждается в вас, нуждается в ваших, не знаю, посылах, советах, рекомендациях. Дальше юла, которая больше не крутится. Это, скорее всего, вы и ваша жизнь как будто бы заведенная юла, заведенный волчок. Да? Слишком много вам приходилось делать, слишком много приходилось на себя брать. И тут и ноги гудели, и голова кружилась, и жизнь просто вот на разрыв у вас была. Юла перестала крутиться. Здесь отдых, возможность отдохнуть, возможность передохнуть, возможность в принципе поменять свою жизнь, да, чтобы больше юла либо волчок не крутиться. Этой возможности вы очень обрадуетесь. Все было, но такого еще не было. Какая-то поблажка, либо какая-то действительно крутая перемена в жизни, которая дает вам возможность вот именно отдохнуть и расслабиться. Дальше здесь показано, что какой-то злой человек от вас отстанет. Просто отстанет. Разойдутся ваши дороги, и вы больше никогда не встретитесь. Злой человек. Это может быть кто-то конкретный, да, кто проявлял негатив по отношению к вам. И также может быть человек, который вам постоянно там, не знаю, вредил, допустим, да, с вами ссорился, вредил и пытался вас, допустим, сосвету жить. Этот человек либо теряет к вам интерес, либо разочаровывается в своих этих затеях, да, вам навредить. У человека какие-то другие интересы появляются, ну, либо в принципе, да, желание от вас отстраниться, да, вот такое желание. Вы тут в шоке, вы не понимаете, что произошло, куда подевался этот человек, почему на вас не реагирует, либо, в принципе, куда уехал, куда пропал. Да, это просто вот опущенные руки этого человека, либо понимание того, что все эти попытки, они, ну, ничем хорошим не увенчались. Да, человек говорит, ну, что я буду время тратить, все равно я ничего не могу поделать. Здесь избавление от кого-то негативного. А вот здесь показано, что вы в чем-то нуждаетесь, но вы ни у кого ничего не просите. Кто-то узнает о вашей нужде, эта информация попадет в нужные, как и руки, и уши, и вам без вашей просьбы что-то будет предоставлено. Ну, либо какая-то помощь будет оказана. Это удивительное событие, которое вас действительно вдохновит. Вы скажете, ну надо же, чудеса, да? Чудеса, да и только. Я, да, действительно нуждаюсь, но я ни у кого ничего не прошу. Может быть, это в принципе против ваших правил, да, у кого-то что-то просить. Но об этом станет известно тому, кто может вам помочь. Этот человек без раздумья станет вам помогать. Это очень приятное событие. Дальше здесь показан образ человека, который стреляет из лука. Я так понимаю, что это вы будете стрелять и куда-то четко, метко попадете. Совершенно случайным образом. Хотя, с другой стороны, я вижу, что тут сама судьба направляет вашу стрелу именно четко в цель, метко в цель направляет. Случайный выстрел приводит к потрясающему результату. Может быть, это вы куда-то пойдете, да, вот зайдете в какое-то место хорошее, да, случайно зайдете, и будет хороший результат. Может быть, вы наобум что-то будете делать и получите просто превосходный результат. Но здесь именно сама судьба направляет вашу стрелу. Меткий выстрел прямо в цель. Дальше большая змея меняет шкуру. Поменять шкуру – это преобразиться. И для змеи, скорее всего, нежелание дальше продолжать с вами враждовать, либо вам вредить. Человек как переобувается, да, меняет окрас. Тот, кто был врагом, может быть, даже в ваших глазах, да, сможет обелиться. И человек вышел с правой стороны рядом с вами. То есть, возможно, даже как вы со своим недоброжелателем начнете еще и дружить. Да? То, что, в принципе, сейчас кажется невозможным,
буквально в ближайшем будущем, в тот срок, который вы загадали, воплотится. Да? Змея поменяет шкуру, и здесь все возможно. Вас тройка будет связывать. Может быть, вы даже объединитесь с тем, с кем вы сейчас враждуете, ради, допустим, достижения единой цели. Кстати, такие знаки очень часто проходят, когда вот две женщины, либо два мужчины. Допустим, женщина вторая может быть вашей, пусть будет свекровью, да, сейчас вы с ней враждуете, а потом вы вместе с ней соединитесь, объединитесь и будете очень крепко дружить. Но здесь именно змея меняет шкуру. Вы никак на это не влияете, не действуете, но змея меняет шкуру. И между вами тройка. Но это дружба. Дружба, сотрудничество, какие-то общие дела, причем очень приятные общие дела. Дальше. Какая-то беда от вас отойдет, сделает несколько шагов назад. Это как угроза какая-то. Угроза, вы очень переживаете, либо вы насторожились, да, вам страшно, что с вами что-то плохое случится. Но беда, она не подходит, она наоборот от вас отступает. Дальше и дальше от вас отходит. Это очень хороший знак, сильный знак. Беда вам не страшна. Либо то, чего вы боитесь, с вами точно не случится, наоборот, как будто бы назад уходит. Назад. А вот здесь показано, что вы вот как-то случайно чью-то то ли тайну узнаете, то ли секрет. Что-то вам станет известно. И у вас ключ в руках, да? Вы владеете информацией, и вы можете на кого-то то ли влиять, то ли воздействовать. Совершенно случайно. Допустим, увидите своего начальника с любовницей, и он вас увидит, а потом он будет пытаться перед вами там выслужиться, чтобы вы случайно всем не разболтали. Но это просто был пример. Чью-то тайну, чей-то секрет вы узнаете, и это вам на руку сыграет. Дальше у кого-то в семье больше денег станет, потому что ваш партнер, либо тот, кто с вами вместе в семье проживает, больше денег будет получать, либо начнет деньги получать. Денег будет становиться все больше и больше по мере того, как человек, например, будет работать. Да? Там первый месяц меньше, потом больше, больше, больше. Возможно, вы уже не ждете, что кто-то будет финансово, материально вам помогать, но это обязательно случится. И денег у вас, действительно, в доме, в семье, лично у вас будет все больше и больше оставаться. Дальше. Здесь люди, которых палками бьют. Эти люди громко визжат. Визжат так, что их слышно везде. Под палки попадают, под раздачу попадают. Эти люди, они очень плохие. И эти люди постоянно... они вам чем-то то ли мешали, то ли досаждали, то ли эти люди с вами конкурировали. Да, у каждого ведь по-своему отыграется. Вот их палками бьют, и они очень громко кричат, визжат, прям визг слышно. Вот, палками их очень знатно побьют и перебьют всех ваших конкурентов, либо отобьют всякое желание вам что-то плохое делать, вмешиваться в ваши дела. Опять же, мне почему-то идет, что это как-то с конкуренцией связано. Визг. Это будет громкий визг. Я так понимаю, что жаловаться они очень сильно будут. И вот это событие, оно для вас как сигнал к тому, чтобы вы свое дело не бросали, либо чтобы вы продолжали начатое. Вот в таком ключе идет. Вот, смотрите, тут палками бить, это значит не только наказывать, но и как проучивать, да. То есть люди в будущем будут бояться делать то же самое, потому что палками уже получили, потому что еще раз могут получить. Вот так мне вышло. Здесь не один человек, здесь какая-то прям толпа. Но всех бьют палками, и они очень громко визжат. Визг прям стоит. Визг такого плана. И еще какой-то человечек забудет маску одеть перед вами, и все выяснится. Человек, который, судя по всему, долго маски перед вами носил, причем маски очень благородных людей, добрых людей, а тут возьмет да и забудет. И вы сразу поймете, что это за человек, чем дышит, на что способен. Вижу, что этот момент вы не пропустите, и этим моментом воспользуетесь. Вижу, что с этим человеком вы будете дистанцироваться, и это правильное решение. И еще показаны знаки. Эти знаки вы можете как и от Вселенной получать, так же и от каких-то людей.
знаки вам будут подсказывать, вам будут намекать, кому-то прям в прямом смысле слова, ну, говорить, что хорошо, что плохо, да, либо за что браться, за что не браться. Вот как подсказки даже будут идти. Вы не просите, вы не ждете, вы об этом не думаете, но вы эту информацию будете и улавливать, и получать конкретно, да, к вам будут подходить и говорить, вот это не делай, потому что плохо закончится, да, либо вот там тебя ждет какая-то неприятность. А вот здесь показано, что у вас какой-то человек влюбится, хотя вы ничего для этого не делаете, но вы живете своей жизнью спокойно, размеренной, но при этом человек в вас влюбляется. От этой любви очень много хорошего будет. А здесь любовь может быть как и обычная любовь, так и платоническая любовь. Но вам от этой любви только хорошего ждать. Вам как на руку даже, да, что этот человек в вас влюбился. Человек очень многое для вас будет делать, либо защищать вас станет, либо оберегать вас будет, ну, либо подыгрывать вам станет, да, вот у каждого по-своему отыграется, но от этой любви очень много хорошего вас ждет. Вот здесь показан какой-то момент ошибки, что произошла какая-то ошибка, и вы как будто бы эту ошибку приняли, да, вы от самой этой ситуации отвернулись. Но ситуация на самом деле, она по ошибке произошла, и эта ошибка, она вскроется. Мало того, что вам придется развернуться, так и еще вам тут что-то будут компенсировать, да, за неудобство, за то, что допустили ошибку. То есть то, что сейчас кажется проигрышным, не случившимся, оно в вашу сторону развернется, вы получите то, что хотели, искали, и еще плюс какую-то компенсацию, да, за неудобство. За то, что вам, например, отказали, за то, что не приняли, не выслушали, не дали чего-то. Здесь ошибка, и эта ошибка, она выяснится. Здесь вот какой-то конкретный человек допустил ошибку. Возможно, он же и исправит, а возможно, кто-то другой исправит. Но благодаря тому, что произошла ошибка, вы не только себе возвращаете свою возможность, вы еще и дополнительно какую-то компенсацию получаете. Так, чуть выше у вас бубновая масть. Это момент везения и удачи. И еще в моем венце показано, что вы с кем-то местами поменяетесь. В прямом смысле слова. И эта перемена, она настолько для вас удачная, настолько она для вас вот прям желанная кажется. Вы даже не сразу своему счастью поверите. С кем-то меняетесь местами. Может быть, на работе, может быть, в делах, может быть, в принципе, по жизни, да, поменяетесь местами. Теперь ваше время наслаждаться, ваше время быть выше, а того другого человека гораздо ниже. Это хороший знак. У вас бубновая масть в руках, это удача, да, которая вошла в вашу жизнь. Вы ее не призывали, вы, возможно, уже ее и не ждали, но это случится само собой. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание, берегите себя. Всем пока-пока.